Проверка соединения. Мы выходим в прямой эфир. Через 1 минуту. Надеюсь, меня хорошо слышно. Так, пока подключаются наши подписчики. Может монитор подвинуть? Чуть-чуть подвинь монитор. Сюда? Нет, да, вот сюда, чтобы было видно. Чуть просто протестируем так. Ага. Стол не помещается, да? Все равно. Все нормально. Здравствуйте, дорогие подписчики. Меня зовут Дмитрий Пилин. Я работаю старшим научным сотрудником в западно-казахстанском филиале научно-производственного центра рыбного хозяйства. Тема моих научных интересов связана с кормовой базой рыб. Обычно за рыбами в тени мы немножко остаемся, но тем не менее кормовая база очень такой значимый компонент экосистемы и очень значимый именно в рыбном хозяйстве. Под кормовой базой мы понимаем те компоненты экосистемы, которые являются кормом для рыб. По этому признаку рыбы, обитающие в наших водоемах, можно разделить на 4 группы. Это бентофаги, которые питаются донными беспозвоночными или бентосом. Соответственно, бентос, донный, фагос, пожирающий, дословно, насколько я помню. Планктофаги, которые питаются взвешенной в водной толще живыми организмами. Хищники, которые предпочитают в питании себе подобных, то есть питаются рыбами. И рыбы-фитофаги, потребляющие растительные организмы. То есть кормом для рыб являются живые организмы, запасы которых могут быть ограничены, и зачастую кормовая база является одним из главных факторов, влияющих на разнообразие, продуктивность и даже воспроизводство рыбных ресурсов. Для того, чтобы немножко понятно было, о чем мы сейчас будем вести разговор, я приготовил одну гидробиологическую пробу с последнего водоема, с одного из последних водоемов, который мы исследовали. Вот здесь вот она в чашке Петри. Так, сейчас я наведу кадр на нее. Надеюсь, они попадают в фокус. Вот эти вот мелкие организмы и являются одним из основных компонентов в питании рыб. Так, возвращаюсь к вам, к экрану. Существенной чертой большинства наших казахстанских водоемов было то, до недавнего времени, что основу кормовой базы составляли преимущественно личинки водных насекомых, которые на определенном этапе развития покидают водоем. Это отрицательно сказывалось на рыбопродуктивности. Когда была поднята проблема акклиматизации рыб, стал вопрос о том, чем же они будут питаться. То есть вопрос и об акклиматизации кормовых организмов. Таким образом, в водоем Казахстана были вселены ряд червей, ракообразных рачков, моллюсков, которые обеспечивают стабильную плотность кормовых организмов на протяжении всего года, в отличие от личинок водных насекомых, которые обитали там ранее. Личинки водных насекомых тоже хороший питательный корм, но на определенной стадии своей жизни вот эти личинки, они становятся взрослыми насекомыми и вылетают. И уже переходят в другую воздушную фазу, соответственно, перестают быть кормом, плотность кормовых организмов падает, и рыбы какой-то период остаются необеспеченными кормом. Если в достатке есть черви, ракообразные, моллюски, это облигатные, то есть постоянные обитатели водоемов, то, соответственно, и есть кормовая база у рыб. В начальном этапе своего развития все рыбы питаются планктоном,
взвешенными в водной толще организмами. И от плотности этих организмов во многом зависит то, насколько эффективным будет воспроизводство. При уменьшении плотности планктонных организмов увеличивается отход молоди, а значит падает эффективность воспроизводства. Так, судак, безусловно, является одним из наиболее плодовитых видов. Самка судака, даже, насколько я помню, в школьной программе является таким эталоном. Это рыба, которая выметывает до миллиона икринок. Но низкая численность планктона, и все, вся эта плодовитость сходит на нет. Молоть судака массово погибает от голода из-за того, что нет достаточной плотности пищевых организмов. Вот. Помимо акклиматизации кормовых организмов, можно акклиматизировать виды рыб, потребляющие корма, которые для местных видов кормами не являются. Так, например, селение толстолобика белого амура позволило использовать ресурсы растительных компонентов экосистем. И в южных районах нашей области, в южных районах нашей страны, они дали существенную прибавку к рыбопродуктивности. Ну, в общем, это все, что я хотел сейчас рассказать. На самом деле об этом можно говорить очень долго. И очень много вопросов, которые можно обсудить. Но, тем не менее, время ограничено, поэтому я перейду к ответам на вопросы заданные. А вопросы уже есть. Так, секундочку, сейчас я пролистаю. Так, вот первый вопрос. Я вижу, как изучается кормовая база. Так, ну для изучения кормовой базы нам нужно определить, что именно какой именно компонент экосистемы мы считаем кормовой базой. Если это бентос, то мы используем специальное орудие для того, чтобы этот бентос добыть с дна водоема. Это дночерпатели, различные драги. Если это планктон, соответственно, планктонные сетки используем. И чтобы оценивать, мы также, чтобы вот всю эту кормовую базу можно было сравнивать, водоемы между собой, чтобы можно было смотреть сезонные изменения, межгодовые изменения, мы также должны еще определиться с единицей измерения. И здесь есть, мы просто определяем отношение к объему воды кормовых организмов или к площади дна. То есть количество организмов или вес организмов на 1 квадратном метре или в 1 кубическом метре, соответственно, смотря что мы рассматриваем. Вот. Это нам дает основу для того, чтобы проводить количественный анализ. Так, следующий вопрос. Как выясняется, чем именно питается рыба? Ну, это установить, чем она питается, без вскрытия невозможно. Это устанавливается на основании анализа содержимого кишечника пойманных рыб. То есть, когда мы проводим биологический анализ, когда мы проводим исследования пойманных рыб, мы в том числе определяем, чем они питаются на основании анализа пищевого комка из кишечника. Там тоже есть нюансы, что там далеко не в каждой рыба для этого подходит. Она должна быть свежепойманная, и в то же время должно соблюдаться условие, чтобы она в это время уже питалась. То есть сначала кормовой активности должно какое-то пройти время, после этого она условно должна попасть в орудие лова, и тут же мы все это должны фиксировать и определять. Так, следующий вопрос. Как можно улучшить кормовую базу хищных рыб? Так, ну, для хищных рыб вопрос, конечно, интересный, потому что с хищными рыбами не так все просто, как, скажем,
с бентофагами. То есть с бентофагами там ясно мы можем акклиматизировать кормовые организмы, которые дадут стабильную плотность свою на квадратный метр. Соответственно, рыба будет обеспечена кормом. Когда речь идет о хищных рыбах, здесь немножко издалека надо заходить. Хищные рыбы, допустим, питаются планктофагами, то есть нам нужно просто увеличить численность планктофагов. Соответственно, для этого надо увеличить численность планктона. Планктон питается фитопланктоном. Для того, чтобы увеличить численность планктонных организмов, нужно вносить биогенные элементы. Вот. И вот через такой вот многокомпонентный процесс только можно улучшить кормовую базу хищных рыб. Так, проводится ли подкормка рыб, где кормовая база недостаточно развита? Ну, следует отметить, что когда мы говорим о кормовой базе рыб, мы в основном подразумеваем естественные водоемы, которые используются прежде всего для промыслового рыболовства. И там использование подкормки ограничено, потому что водоемы, как правило, зачастую это крупные, и внесение подкормок, оно будет сильно удорожать производство, стоимость этой рыбы, и, в общем-то, это не экономически нецелесообразно. Другое дело прудовое хозяйство, там действительно рыбу кормят, вот. Но на естественных водоемах, особенно мелких, которые используются для организации спортивно-любительского рыболовства, можно установить, допустим, фонарики для привлечения ночных насекомых. То есть, соответственно, те будут слетаться на свет, у части из них происходит роение, размножение, и то есть тут же они откладывают яйца. Сами взрослые насекомые, падая в воду, становятся кормом для рыб. Так, в общем-то, я надеюсь, я удовлетворил ваш интерес. Автор вопроса. Так, следующий вопрос. Можно ли использовать растительноядных рыб для мелиорации заросших водоемов? Опять-таки, если теоретически посмотреть, то возможно. Но если начать определять экономическую целесообразность, то окажется, что там такое большое количество посадочного материала потребуется, чтобы произвести мелиоративный эффект, что это будет, в общем, в этом нет смысла. Растительноядные рыбы, прежде всего, вселяются в водоем для использования кормовых ресурсов, которые не потребляют другие организмы. И таким способом мы можем увеличить рыбопродуктивность водоема. Так, и вот, честно говоря, больше вопросов я не вижу. Сейчас я просмотрю еще раз. Может, я что-то пропустил. Прошу прощения, если чей-то вопрос не увижу. Так, кажется, все. Я вижу теперь только приветствия наших подписчиков. Я надеюсь, тема была интересной. Вопросы, которые осветил, остались освещенными. Большое спасибо за внимание. Так, а вот тут еще написали вопрос один. Рыбы едят все, что видят, или у них тоже есть предпочтение? Хороший вопрос.
Мне он, честно говоря, не дает покоя. На самом деле, хорошая тема для научных исследований. У рыб есть определенная предрасположенность к тем или иным кормам. Например, есть классические исследования, проведенные в 50-х годах, когда рыб кормили, предлагали им червей, личинок мотыля и мелких дресен, мелкие ракушки, буквально там 1-2 миллиметра в диаметре которые. И это все пытались скармливать лещу и сазану. То есть и таким образом было установлено, что самым нежелательным кормом являются дресены, но когда других кормов мало, рыба переходит на питание. Именно вот сазан, это сазана оказалась. Вот. Исследование пищевых комков, обитающих у нас рыб, показало, что, например, лещ и карась, они менее привередливы в питании. То есть они как комбайн буквально с детритом захватывают все. Для леща известно, что он способен питаться бактериальными пленками, которые образуются на частичках детрита. Соответственно, детрит в большом количестве входит в корм именно этого вида. Так, что касается других видов, плотва достаточно избирательна в питании. Так, в общем, и я так думаю, в разных водоемах тоже может быть какие-то отличия. Так, тут какой-то еще вопрос пролетел. Какие водоемы в вашей области считаются богатыми кормами? Так, я живу в Западном Казахстане, соответственно, у нас здесь Джайко-Каспийский бассейн. И ответить надо, в каком именно смысле они являются богатыми кормами. Если мы будем смотреть по количественным характеристикам, то наиболее продуктивны у нас будут среднее течение реки Урал, водоемы Камыш-Самарской системы озер. Также есть некоторые степные водоемы, тоже достаточно богатые кормовыми организмами, но там у них есть недостаток, и он заключается в том, что, как я говорил, основу численности биомассы кормовых организмов составляют факультативные организмы, обитающие факультативно в водной среде. То есть личинки насекомых на определенной стадии своего развития покидают водоем, и зачастую для того, чтобы обеспечить роение, для того, чтобы обеспечить размножение, их вылет происходит массово, дружно. То есть они все вместе поднялись и улетели. И, соответственно, рыба осталась, и в общем-то, ей нечем кормиться. Из-за этого падают темпы роста. И, в общем-то, если есть организмы ракообразные, черви, мелкие моллюски, тогда рыба стабильно питается на протяжении всего теплого времени года, по максимуму использует те суммы температур, которые выпадают на данный водоем, и, соответственно, дают хорошую прибавку в росте. Так. Чем лещ в ваших водоемах питается? В наших водоемах лещ питается, я так думаю, тем же
чем во всех остальных водоемах нашей страны. Это в основном черви, личинки мотыля и, как я говорил, вот эта микрофлора, обитающая на частичках детрита. Соответственно, детрит также является одним из основных компонентов пищевого комка. Так, для улучшения кормовой... Что можно сделать для улучшения кормовой базы рыб? Ну, во-первых, это внесение минеральных удобрений, когда речь идет о малых и достаточно контролируемых водоемах, которые можно контролировать. То есть внесение биогенов способствует развитию фитопланктона, который по пищевым цепям переходит в планктон, соответственно, частично переходит сразу и на детритные пищевые цепи, либо через вот эти вот, через другие трофические цепи также попадает в ил. И, соответственно, мы вносим удобрения, и по пищевым цепям вот эта вся энергия переносится на другие трофические уровни, и, соответственно, способствует развитию именно вот этих вот групп кормовых организмов. Так, и если говорить о каких-то структурных изменениях, то есть мы можем вселять кормовые организмы, как я говорил. Вот. В свое время большие успехи были сделаны при вселении данных организмов в водоемы Восточного Казахстана. Так, на малых водоемах, честно говоря, сложно сказать. Бывает два водоема относительно близко друг с другом расположенные. В одной системе есть ракообразные. Допустим, в Актюбинской области есть река Уил, достаточно близко, в географическом отношении к ней расположена река Иргиз, Тургай, там между ними меньше 500 километров, то есть даже на лапках птиц можно было перенести эти кормовые организмы. Тем не менее, этого не происходит в Тургае, гоморрид, например, нет. В Уиле они есть, в Тургае нет, в тургайской системе. Соответственно, темпы роста рыб в Тургае заметно меньше, чем в водоемах Жайко-Каспийского бассейна. Хотя там хорошие суммы температуры есть, по идее, рыба должна хорошо расти. Вот. Но это более тонкие вопросы, они требуют исследования других уровней, гидрохимии, допустим, газового режима. Вот. То есть там нужен комплексный подход. Каждый раз при акклиматизации, при вселении и при интродукции организмов нужно комплексное изучение. Так, какой объект удалось акклиматизировать успешно? Насколько я знаю, в Копчегайское водохранилище успешно акклиматизировали мезит, также которые были взяты из Жайко-Каспийского бассейна. Монодакна колората, моллюск кормовой, также попал в Балхаш-Илийский бассейн и позволил дать существенную прибавку к кормовой базе. Так, еще вопрос. А вы раков выращиваете? Нет, к сожалению, мы не выращиваем ни рыбу, ни раков. Мы занимаемся их изучением. Так, может, есть у кого-то еще какие-то вопросы? Я готов ответить. Так, вроде бы все, что запланировали, осветили.
Так, у вас есть технология выращивания раков. Технологии выращивания раков. Есть разработанные технологии для выращивания раков в устройствах замкнутого водоснабжения, для выращивания тропических раков, для выращивания речных, для наших речных раков. В общем-то, тоже есть технологические схемы для их выращивания в прудах. Но, честно говоря, вам лучше дождаться эфира специалиста, который занимается именно аквакультурой. Я только в общих словах могу ответить, что, в общем-то, и сделал, надеюсь. Вот еще один вопрос. Влияет ли соотношение мирных и хищных видов рыб на экологический баланс в водоеме? Конечно, влияет. Например, я точно не помню, кажется, в свое время в Рыбинском водохранилище была проблема в связи с цветением воды. И после изучения была разработана такая рекомендация: вселение хищных видов рыб. То есть, что произошло в этом водоеме? Был всплеск численности планктофагов. Планктофаги хорошо подъели, говоря простым языком, хорошо подъели ветвистовусых рачков, которые питаются именно микроскопическими водорослями. И, соответственно, после вселения хищников численность планктофагов уменьшилась, и, в общем-то, восстановился экологический баланс. Так что, да, определенно соотношение разных экологических групп рыб в водоеме влияет на экологический баланс. Так. Секундочку, тут еще бы появились вопросы. В чем заключаются перспективы развития гидробиологической науки в Казахстане? Для гидробиологической науки в Казахстане много перспектив, начиная от изучения биоразнообразия. То есть у нас есть несколько внутренних бассейнов, состав фауны которых до конца еще не изучен. Если же рассматривать именно в прикладном отношении и именно в развитии рыбного хозяйства, тогда у нас до сих пор стоит вопрос с вселением акклиматизантов, кормовых организмов акклиматизантов. Второй вопрос: кормовая база достаточно эффективно может использоваться при определении объемов зарыбления наших водоемов. И, соответственно, исследования в этом направлении являются достаточно перспективными, тем более, что проблема зарыбления часто стоит очень остро из-за не всегда успешного решения проблемы баланса между промыслом и воспроизводством рыбных ресурсов. Так, какой в Западно-Казахстанской области водоем самый бедный по содержанию кормовой базы? На этот вопрос мне сложно ответить. Сейчас мне на ум приходят два водоема, которые, не знаю, только местным жителям, наверное, о чем-то скажут. Это озеро Едильсор, расположенное в низовье реки Кушум, и низовье
реки Большой Узень. Там очень низкая кормовая база, буквально десятки организмов на квадратный метр, меньше сотой части, меньше 100 миллиграмм на квадратный метр. Это очень низкие значения кормовой базы считаются. Так. То есть я правильно понимаю, что невозможно начать выращивать рыбу, если не знаешь кормовую базу. Надо провести исследование. Да, конечно, необходимо проведение комплексных исследований. У нас любая хозяйственная деятельность на водоеме, любой хозяйственной деятельности предшествует комплексное обследование и разработка рекомендаций, в том числе по кормовой базе. Если мы даже будем рекомендовать водоемы под озерно-товарное рыбоводное хозяйство, мы должны будем устанавливать объемы зарыбления, исходя из кормовых запасов и возможной подкормки рыб. Вот. Поэтому всему должно предшествовать исследование. Так, спасибо большое за внимание. До новых встреч. До свидания.